друзья! Меня зовут Арушанян Артур. У моих родителей, Владимира Мурадовича и Веты Ашотов, я третий сын. Мои старшие братья уже состоявшиеся и успешные в профессии люди. Я учился быть у них верной мечте и, несмотря ни на что, идти к намеченной цели. Мой путь в культуру был предопределен. Музыка буквально с детства жила в моем сердце. Укрепить мои вокальные способности мне посчастливилось в Адыгейском государственном институте искусств. Талантливые педагоги помогли найти особенные оттенки моего голоса и научили меня красиво петь. И вот перед молодым специалистом с дипломом о высшем образовании открыты все дороги. Долго думать не пришлось. Артура Владимировича пригласили на должность специалиста по работе с детьми и молодежью в Еленовский сельский дом культуры. Моя работа мне по душе. Я учу детей петь, руковожу 2 вокальными коллективами. Своим ученикам считаю, что только кропотливый и добросовестный труд приносит плоды. Дети обожают своего молодого, талантливого руководителя и с большим желанием бегут на занятия. Они учатся у меня музыке, а я учусь у них быть более открытым и общительным. Как приятно, имея хоть еще небольшой опыт работы, отдавать силы и знания маленьким артистам. Я верю, что мои знания вернутся в сторис. Работник культуры – личность многогранная. Вот несменный участник многих мероприятий, праздников, акций родного дома культуры и района. Чтобы чувствовать себя счастливым человеком, нужно уважать коллег, быть в гуще событий, не бояться спорить. Мне повезло, я работаю в любимом мною коллективе. У Артура отличная работа, превосходные ученики, Доброжелательные коллеги. Все то, что нужно человеку для счастья. Я как работник, и это важно. На все вопросы отвечаю я отважно, что наша жизнь игра, и кто тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, и помогает, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил скромный гонорар? Пусть сыпятся аплодисменты в копилку рабочих людей. Ведь все это светлого счастья моменты в душе очень скромной моей. и согласитесь, какая прелесть. Рядышком попасть, да долго целясь, отлетит взор на ход, изящный поворот, и прямо в руки их успех идет. О, наслаждение, ходить по краю, смотрите, зрители, смотрите, он играет, его огрет разбор, оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть сыпятся аплодисменты в копилку рабочих людей. Ведь все это светлого счастья моменты в душе очень скромной моей. Я всем желаю в карьере роста, пусть даже это все окажется непросто. Успех природный дар учеников моих прославит нас на сценах мировых. Но он не плачет и не рыдает, хотя не знает, где найдет, где потеряет. Удачи, птицы, друг, за хвост опять возьмет, мы верим, меньше потеряет, чем найдет. Пусть сыпятся аплодисменты в копилку рабочих людей.
человеке самое главное? В чем же глубокой души красота? Главное, мудрое, тонкое, славное — это бесспорно всегда доброта. Да, это бальзам для души человека. Эта дорога к счастью ведет. Помни, что с самого первого века Добрый, удача и любит, и ждет. Как важно быть добрей немного природе, птице и цветку, увидеть края красоту родного, как тянется цветок к ростку. Наш коллега Артур не только талантливый работник, но и хороший организатор. Он чуткий, отзывчивый и очень добрый человек. Все эти качества, как педагог, он старается передать детям. Со своим коллективом он организовал экологическую акцию по изготовлению и установке скворечниками, которыми они украсили парковую зону школы. Дети с большим удовольствием помогали Артуру Владимировичу и перенимали чувство ответственности за природу и животных своей малой родины. Как важно чувствовать и верить, что людям ты необходим. Открыть души золотые двери и праздник подарить другим. Артур Владимирович отличается величием и милосердием. Он всегда говорит, что таланта недостаточно для того, чтобы быть успешным. Главным критерием человека является доброта его души. Вместе со своими коллегами Артур Владимирович посетил Адамийский дом-интернат с песнями, подарками, интересной программой для детей. Улыбки на их лицах и радость в глазах для него лучшая награда. Пусть все люди на свете очень любят друг друга, пусть не станут меж ними холода, злые вьюги. Доброту вы дарите от души и спонтанно. И пусть этот поступок не покажется странным. Как важно знать, что где-то рядом есть люди, которых настигнут. Как в жизни вечная награда, простое слово «благодарность». Артур со своими коллегами и детьми посетили ветерана труда Топчи Наталью Ивановну накануне Дня культработника. Пожелаю счастья, успеха и благополучия. А помимо доброй души, у нашего Артура еще и золотые руки. И у него прекрасные кулинарные способности, которые он с успехом воплощает. И все народные праздники вдохновляют Артура на кулинарные изыски. Он с большой любовью и душой готовит сам блины на Масленицу, приносит их в родной дом культуры, угощает всех своих коллег и весь свой творческий коллектив. А как нам добрые слова нужны? Не раз мы в этом убедились сами. А может, не слова, дела важны? Дела делами, а слова словами. Они живут у каждого из нас, на дне души до времени хранимы, чтоб их произнести в тот самый час, когда они другим необходимы. Добрые сердца — это сады. Добрые слова – корни. Добрые мысли – цветы, добрые дела – плоды. Будьте ласковыми и добрыми. Внимательными сыновьями и дочерьми, достойными и добрыми людьми.
спать и кутаться, славя свою судьбу. Только мне не надо это, жизнь дала свои ответы. И, конечно, не секрета, счастье точно любовь согрета. Все, что есть у меня, это солнце и вот эта песня. Все, что есть у меня, в моем доме и улыбкой светит. Все, что есть у меня, не надо больше, этого хватает. Все, что есть у меня, а души вам желаю. Кто-то хочет быстрою птицей в небо скорее взлететь. Кто-то хочет все, что есть в мире, кроме своего иметь. И боязни черта никого про душу забыть свою. Каждый хочет то, что он хочет, я никого не жду. Только мне не надо это, жизнь сама